Доброе утро. Мы продолжаем наш эфир. Первые зимние международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут в феврале, уже в ближайшие дни, да, с 8 по 17 февраля в Южно-Сахалинске. Мы очень волнуемся, конечно, и переживаем за наших ребят, за сборные Якутии. Обязательно будем смотреть игры и болеть. Кстати, трансляции вы все можете смотреть на нашем канале. Более подробно мы сегодня говорим с нашими гостями. Это Владимир Тагирович Хисамудинов, директор Республиканской специализированной спортивной школы по зимним видам спорта, и Яков Владимирович Сандаков, тренер по хоккею. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, уважаемые гости. Расскажите, сколько человек... Насколько готовы и сколько человек, да? Ну, от нашей школы мы участвуем по 2 видам спорта, а вообще с Ледового дворца участвует еще фигурное катание. То есть мы представляем хоккей, шорт-трек и фигурное катание. В хоккее у нас участвует 22 спортсмена с нашей школы. По шорт-треку участвует 10 спортсменов на играх. И по фигурному катанию 4 спортсмена. Но вот по шорт-треку у нас еще представители есть Смирнова, по хоккею с Нерингри. Но это вот тренер расскажет ближе. В каждом виде по 3 тренера еще будет участвовать и по 1 представителю команды. В командах сборные, получается, да? Сборные команды. Ребят со всех районов, городов республики. Так как шорт-трек, фигурное катание и хоккей культивируются только в промышленных районах, да, поэтому представители только, к сожалению, только с этих районов. Да. Расширить географию не удалось, но в связи с низкой подготовленностью других районов. Ну как, насколько готова, какой боевой дух у команды? Ну, готовимся. Вот буквально завтра выезжаем на сборы. Не стали ничего придумывать, решили сборы пройти там, на Сахалине. 2 недели будем еще там тренироваться, и с 9 числа начинаются игры. Насколько оцениваете подготовку, готовность ребят? Ну, все идет Играм. по плану, как запланировали, и все турниры прошли, и сборы. Поэтому все по плану идет. Надеемся, все будет. Надеемся на хороший результат, да. Дети, в принципе, готовы, просто конкуренция будет очень серьезная. Все серьезно готовились. Я скажу по участникам, да, в хоккее у нас будут принимать участие 9 команд, представители 5 это российские команды: Сахалин, Якутия, Уральский округ, Сибирский и Дальневосточный. Ну и все, конечно, лидеры будут этих округов участвовать. Так, от Дальнего Востока будет Амур Хабаровский, да, основная команда, усиленная Приморьем. От, значит, Урала, скорее всего, будет Трактор Челябинский. И от Сибири Новосибирская Сибирь. Основные составы, конкуренция серьезная. Также Сахалин очень хорошо подготовлен. Ну и по заграничным командам тоже не надо забывать, что Казахстан очень серьезно хоккей развивает. Команду они очень серьезно готовили. Также Япония. Ну вот Туркмения, конечно, как, не знаю, новички будут, да, посмотрим, что они представят. Ну а так, в общем, будут все серьезные игры. Все будет очень интересно. Шорт-трек у нас по 15 команд участников будет. Ну, тоже тут азиатские страны, вы же знаете, да, все, что шорт-трек очень серьезно развит в азиатских странах, поэтому конкуренция еще серьезней. Ну и думаю, что наши юные спортсмены проявят себя достойно на данных соревнованиях. Так. Ну, желаю вам только удачи. Вы, получается, завтра уже выезжаете на сборы. Хорошей вам тренировки, хорошего пребывания и, конечно же, много положительных эмоций получить от первых международных спортивных игр «Дети Азии». Все-таки они первые, большая ответственность. Вы едете от республики. Еще раз повторимся, будем переживать, болеть за наших ребят. И только с победой ждем обратно на якутскую землю. Владимир Тагирович, Яков, спасибо огромное, что пришли к нам этим утром. Отличного дня, хорошего настроения. Спасибо. Ну а мы с вами прощаемся, увидимся завтра. Оставайтесь с нами.